Великая Октябрьская революция 1917 года навсегда останется одним из важнейших событий XX века. Гениальная личность Владимира Ильича Ленина, разносторонняя деятельность которого оказала огромное воздействие на историческое развитие нашей страны и всего человечества, неизменно влекла к себе, влечет и вдохновляет живописцев, скульпторов, графиков. Более 30 лет жизни шаг за шагом исследовал Николай Николаевич Жуков жизнь и деятельность Ленина, создав за эти годы свыше 2500 рисунков. Созданный им образ Владимира Ильича считается классикой советской ленинианы. Вот что пишет Николай Николаевич о своей работе над образом Ленина. В конце 1940 года я приступил к работе над образом Владимира Ильича Ленина. Мне казалось, что ленинская тема более близкая для меня по времени и событиям, по месту действия и окружающей среде будет легче. С той поры прошло уже более 30 лет. В моих папках накопилось около 2000 рисунков с изображением Ленина, но с каждым годом я все более чувствую себя должником в этой теме. Ленинская тема – тема многих поколений художников. На основе творческого осмысления накопленного материала жизни Ленина каждое поколение будет создавать новые произведения искусства и передавать свои достижения как эстафету своим преемникам. Работать над образом Ленина оказалось для меня не легче. Образ Ленина запечатлен в различных жанрах искусства – в живописи и графике, скульптуре и кинематографии. Все эти примеры искусства сковывали мою самостоятельность, вели к подражанию, делали меня зависимым. Выйти из состояния иждивенчества и добиться своей концепции, своего видения в работе стало и остается моей задачей. Самое нужное и самое трудное для художника – найти свой самостоятельный взгляд, свое видение образа, возрастающее на основе собственного понимания темы. А это всегда требует большого времени и упорной работы. Глядя сейчас на свои рисунки 40-х годов, я стыжусь их несовершенства. А ведь я и тогда всеми силами старался постичь правду ленинского выражения, но как далек я был от истины. Для человека искусства нет более увлекательной задачи, чем работа над воссозданием образа этого человечнейшего человека, мудрость, простота и обаяние которого десятилетия спустя после смерти продолжают владеть сердцами миллионов людей. Сочинения Ленина, переписка, документы истории, воспоминания родных, близких и, наконец, живое слово многих соратников Ленина создают художнику ту питательную среду, которая дает энергию творчества. Я встречался с соратниками Ильича, близко знавшими Ленина и работавшими с ними в разные периоды его жизни. Их живое слово, обмен мнениями, конкретные замечания по многим рисункам укрепляли процесс творчества, помогали избегать ошибок и направляли мое искусство. Постоянное общение с товарищами, близко знавшими Владимира Ильича, помогло мне уловить правду характера, жеста, выражения лица Ленина. Вспоминаю, как в 1941 году я показал свои первые рисунки Владимиру Дмитриевичу Бонбруевичу. Посмотрев рисунки, Бонбруевич заметил: «А вы, должно быть, не видели Владимира Ильича в жизни?» Я спросила его, почему он сделал такое заключение. «Да вот, по вашему рисунку, где Ленин изображен застывшей напряженно вытянутой вперед рукой. Это неверно». «Как так? Ведь скульптор изображает Владимира Ильича Ленина именно с вытянутой вперед рукой», — ответил я. Владимир Дмитриевич улыбнулся и сказал, что, по-видимому, это скульпторам для монументальности нужно, но это не вполне отвечает правде жизни, характеру жестов Владимира Ильича. Достигнуть наибольшего сходства – первое и обязательное условие при работе над образом Ленина. Оно дает прочность, жизнь всем другим качествам.
Без этого, как бы ни был талантлив создатель произведений искусства, в его творчестве не будет главного элемента правды. Меня всегда восхищает закономерность природы, ее гармония и цельность. Отсутствие сходства, отсутствие закономерности. В процессе работы я заметил, что чем больше удается мне приблизить изображение Ленина к истинному его облику, тем активнее проступает эта закономерность. Сходство – это тысячи малых, очень малых величин, составляющих целое. Стоит нарушить или потерять что-либо одно, как рушится целое. Лицо и голова Ленина поразительны по своим пропорциям. Когда мне удается найти те элементы, из которых слагаются сходство, поразительность характера, я испытываю огромное эстетическое наслаждение. В работе над образом Ленина я всегда стремлюсь к достижению наибольшей человеческой правды и выразительности и получаю удовлетворение только в том случае, если эта выразительность находится в строгом соответствии с сущностью Ленина, с его индивидуальностью. Я убежден, что в памяти народа, в сердце его живет Ленин, единственный, неповторимый. И поэтому найти эту единственную правду ленинского образа я считаю самой главной и почетной задачей художника. Только глубокое изучение жизни и деятельности Ленина, глубокое понимание революционных сдвигов, происшедших в общественно-политической жизни России, бережное собирание подробностей и деталей, помогающих раскрытию правды ленинского образа, постоянное обращение к документам истории и сверка с ними найденных в творческом процессе удач – вот что необходимо художнику, решающему задачу по воссозданию образа бессмертного Владимира Ильича Ленина. В своей «Лениниане» Николай Николаевич Жуков предстал не только талантливым художником, но и эрудированным историком, человеком, не просто хорошо знающим важнейшие события конца XIX – первой четверти XX века, но и сумевшим проникнуться духом времени. Николай Николаевич Жуков – народный художник СССР, дважды лауреат Государственной премии. Ему была присуждена золотая медаль Академии художеств за огромную серию графических произведений, в которых этап за этапом предстала столь многогранная жизнь и деятельность Владимира Ильича Ленина. Симбирский период в жизни Ленина предстает в рисунках Николая Жукова, знакомящих с семьей Ульяновых, Ильей Николаевичем и Марией Александровной, с их детьми, семьей, где царили революционно-демократические традиции лучшей части русской интеллигенции, где идейные, нравственные, эстетические воспитания представляли собой нечто цельное. Именно этим объясняются необычайно ранняя идейная зрелость и становление характера Володи Ульянова. Вот почему, глядя на рисунок в год казни брата, мы понимаем, что, несмотря на горячую любовь к Александру, на преклонение перед ним, 17-летний Владимир Ильич уже сознавал, что надо идти другим путем. В Казанском университете на сходку Кукушкина, в федосеевских кружках, настольная книга, самарский период, в Петербурге, свидание с матерью – все это позволяет зримо представить себе начало революционной деятельности Ленина. Другие рисунки переносят нас в Шушинское, годы ссылки, показывают Ленина во время Первой русской революции, а затем в эмиграции, в Брюсселе, в Париже, в Воронеже. С еще большим интересом смотришь на рисунки, запечатлевшие события исторического 1917 года. Скорее в Россию, Петроград, 1917 год, в разливе, минуты отдыха, все решено, 1917 год, у Смольного, революция Вихрь, да здравствует власть рабочих и крестьян. Неустанно изучая бессмертный образ Ленина, народный художник СССР Николай Николаевич Жуков стремился к наиболее полному и несовершенному воплощению его в искусстве. В этом он видел главное дело своей жизни.